Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Решение Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в отношении Батала Цвижба, подозреваемого в участии в массовых беспорядках 21 декабря, отменено решением суда кассационной инстанции. В Абхазии поступили 161 тысяча учебников по различным предметам стоимостью более 61 миллиона рублей. Православные христиане отмечают крещение Господне в храмах Абхазии. Крещенские сочельники на крещение совершили чин великого освящения воды. Суд кассационной инстанции отменил решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года и избрал в отношении Батала Цвижба меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля сроком на 1 месяц и 3 дня. Напомним, что решением Сухумского городского суда Батал Цвижба был заключен под стражу на месяц и 15 суток. Предварительным следствием он подозревается в участии в массовых беспорядках 21 декабря у комплекса правительственных зданий Абхазии. Из зала суда репортаж Симы Аргун. Адвокаты Батала Цвижба подали кассационную жалобу в Верховный суд для отмены решения Сухумского городского суда от 11 января в отношении обвиняемого. По их мнению, оснований для меры пресечения под стражу их подзащитного недостаточно. Формирование обоснованного предположения по поводу возможного поведения обвиняемого или же подозреваемого в данном случае в отношении Цвижбы способствует данные о том, что он не имеет постоянного места жительства, если так есть. После совершения преступления какое-то время скрывался от органов следствия, либо он или его родственники пытались оказать давление на свидетелей, потерпевших с целью добиться изменения показаний и прочее. А такие сведения в судебно-контрольных материалах отсутствуют. Сторона защиты просила суд избрать меру, не связанную с заключением под стражу, учитывая положительную характеристику обвиняемого и другие факторы. Нет ни одних данных, ни одного документа, который бы подтверждал бы о том, чтобы наш подзащитный Цвижба пытался скрыться. Суд, принимая решение об избрании меры пресечения в отношении него, значит, он сослался на исключительное обстоятельство, это то, что Цвижба может скрыться. Такими данными ни орган расследования не располагает, никто не располагает. И поэтому исходить только из этого, что он мог скрыться, и избирать такую, скажем так, тяжкую меру пресечения в виде заключения под стражей, мы считаем, что это незаконно. Поэтому мы поддерживаем свою жалобу и просим удовлетворить ее и избрать меру пресечению, не связанную с заключением под стражей. Государственный обвинитель указал несколько оснований для нахождения Батала Цвижба под стражей. По мнению прокурора, подозреваемый принимал активное участие в массовых беспорядках и, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию. Если орган предварительного следствия основывается в таких доводах на том, что на сегодняшний день не все лица установлены по делу, есть еще ряд других лиц, которых нужно установить, в последующем, если будет необходимость, и привлечь, впоследствии чего данный Цвижба может, находясь на свободе, согласовывать с ними позиции, влиять как-то по-другому на ход данного следствия. После прения сторон суд удалился в совещательную комнату. Кассационная коллегия, рассмотрев судебно-контрольные материалы, удовлетворила ходатайство стороны защиты. Баталу Цвижба избрана новая мера пресечения – домашний арест. Постановление Сухумского городского суда от 11 января 2022 года, которым в отношении Цвижба Батала Астамуровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 15 дней по 22 февраля 2022 года включительно, отменить и вынести новое определение, которым Цвижба избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 3 дня, то есть по 22 февраля 2022 года включительно. Контроль за соблюдением запретов и ограничений возложен на РОВД Ачамчирского района. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии также рассмотрела кассационные жалобы адвокатов на постановление Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава, подозреваемого в участии в массовых беспорядках 21 декабря. Напомним, что Сухумский городской суд вынес решение о заключении Баграта Сурмава под стражу сроком на 20 дней, то есть до 28 января. До рассмотрения кассационной жалобы прокурор Нина Надарейшвили ходатайствовала об отводе судьи Верховного суда Романа Кварчия, мотивируя это тем, что он состоит в родстве с матерью подозреваемого. После совещания суд удовлетворил ходатайство прокурора, в связи с чем слушание по делу Баграта Сурмава было отложено. Кассационная коллегия приходит к выводу о том, что судья Кварчия, хотя и не находится в близком родстве с подозреваемым Сурмава, однако в связи с тем, что мать подозреваемого является носителем фамилии Кварчия, можно отнести к иным обстоятельствам. При таких обстоятельствах и в целях исключения сомнений в беспристрастности и объективности судей и выносимого судебного акта по результатам рассмотрения кассационной жалобы по существу, Кассационная коллегия полагает возможным отвести судью Верховного суда Республики Абхазия Кварчия. Руководствуясь статьей 65 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия определила заявление прокурора Надарейшвили об отводе судьи Верховного суда Республики Абхазия Кварчия удовлетворить. В Общественной палате Абхазии прошла встреча общественных, политических деятелей и представителей творческой интеллигенции. По ее завершению секретарь Общественной палаты Гули Кичба, общественный деятель Астамур Таня, писатель Даур Начкеби, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба рассказали журналистам об итогах. Впереди у нас еще такие консультации будут проводиться отдельно с этими представителями и власти, и оппозиции, и всего общественного мнения. Наверное, будет высказано, как мы до этого говорили, в нашем заключительном меморандуме, учтя все предложения, которые были высказаны и сегодня, и еще у нас эти консультации будут продолжаться. С большой благодарностью отношусь к руководству Общественной палаты, которые меня пригласили на это слушание, потому что я считаю, что это был довольно полезный разговор. И вообще мне кажется, что очень важно, чтобы в этой непростой ситуации, в которой сейчас находится наша страна, чтобы роль Общественной палаты как-то усилилась, потому что это такая площадка для диалога, в котором могут участвовать люди самых таких разных политических убеждений, а это очень важно. Это то, чего у нас в Абхазии, к сожалению, сейчас пока еще нет. У нас только митинги проводят, устраивают всякие такие разборки, а нужно, чтобы у нас шел нормальный конструктивный диалог между представителями разных политических взглядов. Угрозы, которые существуют сегодня абхазскому государству, абхазскому этносу, это угрозы внутреннего происхождения. Мы сами породили эти угрозы, если сказать правду. Мы породили эти угрозы своим безответственным отношением, необдуманным, неосознанным отношением к нашим делам. И это продолжается довольно долго, поэтому какая-то критическая масса этих проблем накопилась, а критическая масса, как известно, имеет свойство потом вдруг неожиданно обостряться, и это может привести к плохим последствиям для нашего народа, для нашей страны. И поэтому все должны осознать, что эти угрозы реальны, и надо очень много думать, чтобы эти проблемы решить. Должны думать все. В последнее время сложилась такая практика, что политический климат в нашем обществе, он в основном определяется деятельностью власти и оппозиции. Много людей, которые не согласны ни с позицией власти, ни с позицией оппозиции. Их мнение в нашем обществе практически не учитывается. Поэтому нужно садиться, обсуждать,
Здесь не только у нас политические вопросы, не только вопросы выборов. У нас очень много актуальных проблем, связанных с экономикой, с демографией, с образованием. Вот эти все вопросы сегодня мы здесь обсуждали. И для того, чтобы действительно все наше общество участвовало в разрешении этих проблем, мы должны как-то привлекать и другие силы к выработке решений, необходимых для нашей страны. Глава МИД Абхазии Инал Арзанба заявил о недопустимости некоторых проектов, реализуемых международными неправительственными организациями в Абхазии. В частности, в рамках встречи с представителем НПО глава МИД затронул тему проведения соцопроса, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года. В соответствии с законом только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет права этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством, Государственным комитетом по статистике, подчеркнул министр. Инал Арзанба заявил, что это совместная позиция МИД Абхазии как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ. Кроме того, Инал Арзанба отметил недопустимость реализации проекта «Коберм». Это проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Его реализация недопустима на территории Абхазии, подчеркнул министр. Инал Арзанба также отметил, что проект «Коберм» соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии. По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательства по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов. 19 января абхазской поэтессе, члену Союза писателей Абхазии Лёле Тванба исполнилось бы 70 лет. Лёля Султановна Тванба рано начала писать стихи. Печаталась с 1975 года. Она автор ряда сборников стихов на абхазском языке, изданных в Сухуми. Среди них «На рассвете», «Сказки ночи», «Песень искупления», «Судьба», «Мой след», стихи, устные народные сказания, письма, воспоминания, статьи и другие. В ее творчестве особое место занимают тема любви к родине и родному народу, языку и национальным традициям, героизма защитников Родины в Отечественной войне народа Абхазии. На подстанции Бзыбь отключилась воздушная линия Калдахара, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Без подачи электроэнергии остаются подстанции Масра, Масра-Тяга, Гудаута-110, Гудаута-Тяга, Лахна. Причины выясняются. Возможны повреждения на линии. Минувшей ночью в Сухуми по улице Габича сгорел частный двухэтажный дом, сообщает пресс-служба МЧС. К приезду пожарных весь второй этаж дома, отделанный деревом, был охвачен пламенем. Огонь тушили 3 пожарных расчета. Несмотря на усилия пожарных, спасти дом от полного выгорания не удалось. Причины пожара устанавливаются. В Абхазию поступило 161 тысяча книг по различным предметам стоимостью более 61 миллиона рублей. Учебники доставлены по договоренности Министерства просвещения и языковой политики Абхазии с Министерством просвещения России. Как учебная литература распределяется по школам республики, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланзе. Учебники уже получили школы Чимчирского, Тхорчалского, Галского, Гулрыбского и Сухумского районов, а также интернаты. Первая партия покроет всю потребность республики в учебниках для 1-7 классов. В феврале ожидается поставка дополнительных экземпляров для 8-11 классов. Этот груз мы с радостью приняли, наши педагоги и руководство, директора школа благодарна этому бесценному подарку к Новому году. Я уверен, дети с удовольствием будут учить предметы уже с новой литературой, специально изданной для Республики Абхазия. Нам содействует активно в этом вопросе не только Министерство просвещения Российской Федерации и высшее руководство России, но и Министерство экономического развития. Отдельная им благодарность. Фонд «Русский мир», который реализовал этот проект совместно с издательством просвещения.
С абхазской стороны хочу поблагодарить руководство страны, Министерство финансов, Министерство экономики. Около 2500 книг получила первая столичная школа имени Баграта Шенкуба. Среди учебников физика, математика, география, история древнего мира и России, русский язык, литературное чтение и другие. Авторы те же самые, просто они обновленные. Тут разница только в некоторых номерах упражнений. Но когда перерабатываются обычно страницы, номера, это да. Но содержание они те же самые. Хорошо, что мы их получили, потому что не все могут купить. Они довольно дорогие на рынке. 520, там сколько-то один учебник, а тут 2 части. То есть это была проблема. В целом педагоги говорят, что учебники практически не отличаются от тех, по которым занимались ранее. Однако касаемо некоторых книг есть дополнения и небольшие различия с предыдущим материалом. Учебники, мы еще по ним не работаем, но они нам знакомы. Именно история нового времени, история средних веков, древнего мира, да, по-моему, тоже мы получили. Они те же учебники, мы по ним работаем, уже просто это учебники новые. Да, то есть они нам подходят совершенно. Немного, конечно, я еще точно не могу сказать, но история 6 и 7 классов, история России, нам нужно будет еще привыкнуть к ним, потому что те книги, учебники, по которым мы занимались, они были более цельные. Здесь по периодам разбито, и надо будет еще поработать. Что касается учебников по истории и географии Абхазии, то ими общеобразовательное учреждение обеспечивает Министерство просвещения республики. По словам Инала Габлия, Министерство просвещения и языковой политики заявляло список необходимой литературы в Минпросвещения России. Все полученные учебники соответствуют российским стандартам. Время меняется, учебник стареет, плюс каждые 3-5 лет его в целом нужно обновлять. Да, поэтому мы с этой позиции подошли к вопросу. Ряд школ, которые у нас учатся, в начальной школе на абхазском языке, данная литература, она не подойдет, мы ее сдаем сами, а все остальные школы, они ее активно будут использовать и, надеюсь, на благо себе и Родины. Сейчас, кстати, готовится учебник новый на абхазском языке по истории Абхазии, поэтому это прерогатива наша, понятно. Планируется ли какое-то изменение количества часов, например, в сторону? Конечно, мы уже увеличили на историю Абхазии часы в прошлом году, и мы хотим именно отдельный уже предмет, чтобы у нас был и учебник на абхазском языке, в этом плане работа ведется. Около 1000 учебников получила и Сухумская школа-интернат. По-английскому эти учебники рассчитаны на таких учащихся, которые с 1 класса изучают. Тот материал, который здесь, у нас могут изучать в 7 классе, например. Так что выбор есть у нас, есть на что ориентироваться. По математике задачи более повышенной сложности для более одаренных, способных учеников. Истории России довольны, они подошли, уже смотрели, но пока не раздали, потому что библиотекарь должен оформить. Еще что хочу по своему предмету русский язык. Русский язык мы в сентябре получили, те учебники, кое-какие школы города уже занимались по этим учебникам. Чуть-чуть расхождения, но мы тоже будем их раздавать и пользоваться. Конечно, у нас будет уже в полном объеме все. По словам министра, совместно с российскими коллегами будут проводиться семинары по повышению квалификации учителей с целью эффективного использования данной литературы. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В храмах Абхазии, в Крещенский сочельник и на крещение совершили чин великого освящения воды. Репортаж Алики Трапш. В Новоафонском Симоно-Канонистском монастыре в храме святого апостола Андрея Первозванного прошла божественная литургия в честь праздника Богоявления. Богоявление или Крещение Господне является одним из главных 12-х праздников в христианстве. В этот день православные всего мира вспоминают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. После этого было явление Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
Духа. По окончанию божественной литургии духовенство Новоафонского монастыря вместе с прихожанами направились к реке Псырцха. Ежегодно в праздник Богоявления люди со всех районов Абхазии едут в Новый Афон. Здесь, на реке Псырцха, происходит великое таинство освящения воды. Дабы стала эта вода освящением дара от грехов избавления, для исцеления души и тела, для всякого полезного дела пригодной. Дабы стала эта вода, текущей в жизнь вечную Господу, помолимся. Святой Иоанн Предтечи принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Как человек Христос должен был исполнить эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим он подтвердил святость и величие действия Иоанна, а христианам на вечное время дал пример послушания воле Божией и смирения. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения, одному из 7 главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. После освящения воды верующие набирали в реке святую воду, поздравляли друг друга со светлым праздником. Набрали святую водичку, мы приехали с Гудаутского монастыря вот сюда, чтобы на святой земле побывать в Афоне. Конечно же, поздравляем всех нашу маленькую Абхазию, гостей, всех с этим священным праздником. В этот великий христианский праздник хочу от всей души поздравить весь народ Абхазии, пожелать ему процветания, всем здоровья, удачи и, конечно же, сказать, что в этот праздник ежегодно мы приезжаем сюда, это у нас традиция, набираем воду. Я считаю, что соблюдать христианские традиции – это очень хорошо. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портиться. Православные с верой употребляют ее. Председатель священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар рассказал об истории и традиции праздника Богоявления. Не крещение Господне, это уже название среди простых людей, простых христиан, именуется Богоявление. Потому что и Рождество, и Богоявление в древности христиане 3 века праздновали вместе, потому что Рождество было явлением во плоти Христа, а Богоявлением, проявлением, выявлением Его божественной природы. Когда Он выходил из рек Иордана, мы услышали голос Отца и Дух Святой, который был над Ним. А это означает явление Святой Троицы. Поэтому я вас очень прошу, вот это не забывайте. Второе, нужно помнить, что мы с вами, христиане, не в магию верим, не в какие-то заклинания и речитативы. Поэтому, когда мы освящаем сегодня воду, а это великое освящение воды, которое происходит только 1 раз в году, в этот день, когда мы освящаем воду, мы исцеление для своей души и тела получаем не просто от воды, а от той благодати, которая снисходит на нее благодаря нашим молитвам. Поэтому бессмысленно, когда люди, не участвуя в сегодняшнем богослужении, я имею в виду христиане, не участвуя в самом последовании освящения воды, потом приходят, берут воду, и испевают. Потому что очень важно, что не просто священник делает, а мы все с вами, люди, вот как сегодня, молились, чтобы Господь даровал ей благодать, и принимая воду, поскольку мы тоже несем материальную стихию, мы материальны, принимая эту воду, мы принимаем благодать. В праздник Богоявления после освящения воды многие люди устраивают крещенские купания. Отец Дорофей настоятельно рекомендует не делать этого, так как данная традиция ничего общего с христианством не имеет. Традиция купания на крещение, она не свойственна христианству. Это каждый год все священники в России здесь говорят. Но тем не менее, отдельные народные христианские традиции на Руси, они пришли к нам. В этот день люди идут, и массово начинают купаться. Посмотрите, пожалуйста, в интернете молитвы на освящение в этот день воды. Вы увидите, что там много раз повторяется: с благоговением принимающий эту воду, окропляющий себя и освящающий свои дома. Вот о чем идет речь. Поэтому,
как-то будет странно выглядеть и совершенно неподобающе по-христиански, когда одни молятся и с благоговением пьют, другие абсолютно, так сказать, раздетые, массово, чуть выше где-то купаются. Поэтому я вас очень прошу, я никого не осуждаю, но все-таки к исконным традициям, уж тем более я не говорю, к абхазским традициям, вы знаете, что у нас у абхазов, где святые места, святые родники, и в горах, когда человек даже был вынужден искупаться, он это делал при закрытом пространстве. Он считал, что в таком виде Господь и небо не должны его видеть. Конечно же, и в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось праздничное богослужение. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия совершил чин великого освящения воды и поздравил всех с праздником. Христос, истинный Бог наш, идет и крестится, показывает нам до начала нашего спасения, что нужно обязательно во имя Отца и Сына и Святого Духа погрузиться в эту иорданскую струю. Но погрузиться в эту иорданскую струю нужно с верою и благоговением, и страхом Божьим. Многие погружаются, а потом перестают жить с этой благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, чтобы было со всеми вами. Согласно Евангельскому Писанию, после крещения Иисус Христос отправился в пустыню, чтобы в уединении и молитве подготовиться к исполнению миссии, с которой Он пришел на землю. Алика Трапшраму Камке, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды на завтра. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается слабый дождь со снегом, переходящий в снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +1, +6. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.